Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня в нашей программе материал об организации дорожного движения в городе Сухум. Поскольку здесь наиболее оживленное движение в республике, мы периодически возвращаемся к этой теме. А начнем мы все же с того, что на дворе у нас зима, и каждому водителю следует учитывать изменения дорожных условий. Это и короткий световой день, туман, частые дожди, снегопад и гололед тоже у нас не такая уж и редкость. Впрочем, для того, чтобы произошло дорожно-транспортное происшествие, а то и всеобщий коллапс, достаточно и одного ненастного дня. Так что при неблагоприятных дорожных условиях старайтесь ездить в соответствии с ними. А иногда, бывает, надо и вовсе отказаться от поездки. Не игнорируйте предписания госавтоинспекции ездить и в дневное время с включенным ближним светом фар. Во многих странах это обязательная норма. Доказано, что езда с включенным светом положительно влияет на безопасность, особенно в пасмурную и ненастную погоду. Ваш автомобиль заметят гораздо раньше. Готовясь к зиме, в первую очередь надо обуть машину шинами с хорошим цепким протектором. Не лишним будет проверить работу отопительной системы. До наступления холодов бывает сложно понять, хорошо ли работает печка. А самое главное — проверить аккумуляторную батарею. Рекомендую зарядить ее до полного заряда. В обслуживаемых аккумуляторах следует еще проверить уровень и плотность электролита. В некоторых автосервисах оказывают такую услугу. Если же все эти процедуры не взбодрили ваш аккумулятор, покупайте новый, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В холодную погоду неисправные батареи резко отказываются работать, как всегда, в самое неподходящее время. В нашей передаче периодически мы напоминаем о первом уроке, который проходит в автошколе. О том, что несмотря на обыденность присутствия автомобиля в нашей повседневной жизни, не стоит забывать, что автомобиль – это источник повышенной опасности, особенно если водитель не вполне контролирует свои действия и теряет контроль над машиной. По данным статистики нашей госавтоинспекции, в декабре ежегодно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Во многом это связано с тем, что резко увеличивается интенсивность движения. Люди стараются к концу года завершить свои многочисленные дела, плюс возникает множество поездок в связи с приготовлениями к новогоднему празднику. Безусловно, это покупка подарков, продуктов и других товаров. В свою очередь, крестьяне и торговцы активно занимаются подвозом своей продукции. А также не стоит забывать, что в декабре в самом разгаре свадебный сезон. Так что водителям придется испытывать затруднения из-за плотных и медленных транспортных потоков. За рулем надо запастись терпением и быть предельно внимательным. Стараться ездить по возможности по менее загруженным дорогам, всегда учитывать дорожно-транспортную обстановку и погодные условия. Самый лучший спутник на дороге – это доброжелательность и взаимовежливость. Чаще уступайте друг другу, не создавайте вокруг себя суету. А вот агрессия за рулем может привести лишь к самым неприятным эксцессам и способствовать дорожно-транспортному происшествию. Теперь об организации дорожного движения в столице и пожеланиях водителей. Дорожная инфраструктура может и не такими темпами, но постепенно обрастает новыми дорожными знаками, указателями, дорожной разметкой и лежачими препятствиями. Надо дать должное дорожным службам. Заасфальтировано немало дорог. Проведено много работ по ямочному ремонту на различных улицах. В первую очередь наибольшее внимание в наших передачах мы уделяем основным магистралям, которые проходят через весь город. По ним проезжают так или иначе все водители. В этой цепи улиц множество перекрестков, загруженность которых велика, особенно в часы пик. С каждым днем машин становится больше, движение более интенсивным. В будни все обочины в центре Сухума заставлены припаркованными автомобилями. С каждым годом ситуация лишь будет усугубляться.
Поэтому городским властям и госавтоинспекции необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности, организации дорожного движения и ее оптимизации для увеличения пропускной способности и решать надвигающуюся проблему с парковочными местами, особенно в центральной части Сухума. Конечно же, дорожная инфраструктура требует немалых средств, но иного пути просто не существует. А теперь обратим внимание на конкретные реалии. После того, как заасфальтировали улицу имама Шамиля, увеличились транспортные потоки, проходящие под этим железнодорожным мостом. Эта короткая дорога соединяет между собой нынешнюю улицу Дзидзария с улицами Пегуа, Титова и имама Шамиля. И на этом участке, особенно под мостом, большие выбоины. Одним словом, эта дорога в плачевном состоянии, ее необходимо отремонтировать. Вторая подобная развязка – это проезд нового района, соединяющий с Маяцкой дорогой. По этому маршруту после обновления дороги от Нижней Ишеры через Маяк к центру Сухума поток транспорта увеличился. Этот отрезок до моста заасфальтирован, а дальше дорога за туннелем вся разбита, и ездить здесь, особенно в часы пик, не лучший выход. А в самом туннеле не могут разъехаться два автомобиля, и причем там нет никакой видимости. Учитывая все эти недостатки, пропускная способность этого проезда не может удовлетворять возросшие запросы. Эти две перечисленные развязки сегодня очень востребованы. Если их довести до ума, то основная магистраль, проходящая по улицам Эшба и Дзидзария, значительно разгрузится. У водителей будет возможность выбирать маршрут по своим предпочтениям или просто кратчайшую дорогу. В общем, альтернатива – дело хорошее. Далее мы пройдем по нашему главному маршруту, как мы и задумывали, который наиболее загружен. Это улицы Эшба, Дзидзария, Леона. Этот маршрут подробно изучался, анализировался руководством автоинспекции. Тогда в ГАИ были озвучены планы по улучшению дорожной инфраструктуры на этих улицах. К сожалению, эти планы по оснащению дорожной инфраструктуры всем необходимым не смогли осуществиться. Например, перекресток в районе Сухум-маркета недоукомплектован дополнительными секциями в виде стрелок. В утренние и вечерние часы здесь часто происходят заторы, да и в остальное время транспортный поток здесь всегда плотный. На мой взгляд, этот затор можно уменьшить, если разрешить поворачивать на этом перекрестке от центра на новый район и обратно с двух рядов. Остальные направления оставить в прежнем режиме. По крайней мере, стоит проверить, как это будет работать. На следующем перекрестке, где поворот на старый поселок, светофор тоже не вполне укомплектован дополнительными секциями. Планировалось установить стрелку направо, которая может гореть всегда, и здесь не будет скапливаться сток автотранспорта. А на светофоре у медицинского колледжа большое неудобство с выездом и заездом по этой стрелке. Все это из-за этой разбитой дороги. Водители стараются выбрать наиболее приемлемый участок дороги в этом месте. И не всегда здесь получается разъехаться, потому как это часто оказывается полосой встречного движения, и встречному транспорту некуда проехать. В этот раз мы не говорим о нарушениях дорожных правил, у нас другая тема. Хочется лишь отметить, что не стоит, игнорируя запрещающие знаки, совершать повороты налево. На этой улице несколько перекрестков, где запрещен поворот налево. Это была вынужденная мера, поскольку в этих местах часто происходили дорожно-транспортные происшествия. И когда водители, игнорируя запрещающие знаки, останавливаются здесь с целью повернуть налево, пока они выждут этот момент, за ними иногда выстраиваются огромные заторы. Может, ты наконец прекратишь на него смотреть? А что, камень треснет? О, нет, я приплатил, чтобы дали не бьющийся. Не сомневаюсь. Да выключи ты его. Сейчас только прочту и выключу. Выключай. Это сработает. Выключаю.
Едем дальше. Этот Т-образный перекресток под железнодорожным мостом считается опасным, поскольку здесь очень ограничена видимость. Не так давно здесь в помощь водителям установили обзорное зеркало. К нему, конечно, тоже надо приноровиться, но зеркало реально помогает. Иначе водителю, особенно который впервые оказался на этом перекрестке, повернуть налево было испытанием. Чисто теоретически этот поворот налево в целях безопасности лучше запретить. Можно проехать дальше по улице Леона и совершить этот поворот на перекрестке. Но для этого здесь потребуется нанести несколько иную дорожную разметку, которая позволит выполнить безопасный разворот. Пока будем ездить, как здесь предписано. Хоть вы и едете по главной дороге, поворотники включать необходимо. Здесь еще напрашивается знак ограничения скорости, потому что заезжать под мост следует очень осторожно на небольшой скорости. И если же сюда подъедет транспорт с высотой больше, чем указано на этом знаке, неизвестно, как он будет сдавать задним ходом. Знака, который предварительно предупреждает заранее, на более ранних подступах к мосту предупредить о его высоте, отсутствует. Такая же ситуация и на другой стороне моста. Движемся дальше к перекрестку улиц Леона и Гуле. Здесь происходят заторы из-за припаркованных с двух сторон автомобилей. Как всегда, это результат безразличия к окружающим и отсутствия управы к нарушителям, паркующих свои машины в запрещенных местах. Перекресток улиц Леона и Арзенба мы неоднократно показывали и обсуждали в нашей передаче. Положение здесь не изменилось, хотя и на этом перекрестке планировались изменения к существующей схеме организации движения. Здесь целый клубок проблем. Когда ко второй школе родители подвозят учащихся и когда их забирают со школы, эта сторона дороги перекрывается практически наглухо машинами родителей учащихся. Следующая проблема – останавливающийся здесь общественный транспорт. Часто они останавливаются прямо на пешеходном переходе. Для полноты картины добавим сюда еще и припаркованные повсюду машины. На этом светофоре есть дополнительная секция со стрелкой, но она абсолютно бесполезна. Ее следует перенастроить, а на главной разрешающей секции светофора в этом случае, как полагается по ГОСТу и в соответствии с правилами дорожного движения, должны быть указаны стрелочками остальные разрешенные направления движения. Пешеходу переходить на свой зеленый сигнал небезопасно. Не каждый водитель настроен им уступать. Переходов здесь, соответственно, 4. Нарушений здесь множество. Многие останавливаются далеко за стоп-линией на пешеходном переходе. На перекрестке объезжают по встречной полосе движения стоящие автомобили на красный сигнал светофора или совершают поворот со второй полосы движения. Отдельное внимание уделим дорогам вокруг центрального рынка в городе Сухум. Дорожно-транспортную обстановку, существующую здесь, водители терпеливо преодолевают каждый раз, когда необходимо съездить на рынок. Ехать куда-то через рынок во время его работы мало кто рискнет. Все стараются его объехать. Прежде чем попасть на участок улицы Арзенба перед рынком, надо пересечь улицу Имама Шамиля, на которую сворачивает общественный транспорт, который в общем и занимает всю эту улицу. Здесь и создается первый затор. Далее уступаем пешеходу и выезжаем на, казалось бы, широкий участок дороги, но, увы, здесь помимо припаркованных с обеих сторон автомобилей, еще и масса хаотично стоящих машин в 2, а то и в 3 ряда. Многие останавливаются для высадки и посадки пассажиров, а то и просто пообщаться прямо на полосе движения. Даже когда есть куда прижаться, не каждый считает нужным принять вправо или влево для остановки. Но похоже, что эту ситуацию удается переломить. Усилиями администрации города Сухум и автоинспекции здесь оптимизирована организация дорожного движения.
Выделенная с правой стороны полоса движения для общественного транспорта не только размечена дорожными знаками и разметкой, но и огорожена соответствующими в данном месте ярко размеченными столбцами. Новая схема организации движения транспорта перед рынком воодушевила водителей автобусов, особенно выделенной полосой для общественного транспорта, на которую они теперь могут практически беспрепятственно заезжать и выезжать. Желающих заехать сюда все еще предостаточно. Стоит только сотрудникам ГАИ отойти, как тут же недальновидные водители заезжают на эту полосу, тем самым перекрывая движение общественному транспорту. 004, Toyota, переставляй! 004, Toyota, переставляй машину! Но сотрудники автоинспекции настроены решительно. Беспощадно штрафуют водителей, оставивших свой автотранспорт в неположенном месте. По всей дороге перед рынком регулируют движение, не дают автотранспорту хаотично парковаться. Я думаю, в этот предновогодний месяц здесь будет очень жарко. Благодаря всем перечисленным усилиям есть надежда, что хотя бы на данном участке дороги водители привыкнут к порядку, станут более ответственными и внимательными. В нашей передаче мы всегда призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, не создавать заторы, паркуясь в запрещенных местах, на любых участках дорог, быть доброжелательными друг к другу на дорогах. Далее в нашей передаче небольшой материал о Сухумском вокзале. Год назад в одной из передач «Авторивьеры» мы уже показывали о нем, но, как видите, ситуация здесь никак не изменилась. Тогда мы рассказывали об истории создания вокзала, о его работе в довоенные годы и о настоящем его положении. Это место было самым оживленным в республике. По сути, это были главные ворота в Абхазию. Мы надеялись, что начнутся ремонтные работы, но, увы, ожидания не осуществились. Сегодня мы периодически слышим из новостей о различных строительных проектах, но вокзал, похоже, не входит в число приоритетных. Да, надо сказать, что на привокзальной площади проведены определенные работы, заменили все коммуникации и сделали дренаж. Теперь вода не хлещет из труб, как прежде, но асфальтовое покрытие, несмотря на отдельные латания, все еще в плачевном состоянии. А в самом здании по-прежнему никаких ремонтных работ не проводится. Без особой необходимости водители стараются на привокзальную площадь не заезжать. Водители, обслуживающие здесь пассажиров, сетуют, что гости поражены состоянием Сухумского вокзала, и возразить им нечем. Если мы позиционируем как гостеприимный народ и туристическая страна, этот вокзал и другие подобные объекты в ближайшее время надо привести в надлежащий вид. На наших дорогах колесят автомобили различных марок. Lexus и Land Cruiser из-за их массовости в шутку называют народными автомобилями. Но наряду с распространенными моделями все чаще встречаются авто с неповторимой индивидуальностью. Сегодня мы представим вам для обозрения легендарный автомобиль американского автопрома Chevrolet Camaro. Камаро был всегда особенным. О нем мечтали мальчишки, его с восхищением вспоминают люди старшего поколения. С 1966 года их было выпущено несколько поколений в различных вариациях. РС, Ралли Спорт СС, Суперспорт, РС-СС совместила в себе две предыдущие модификации, а самая популярная для участия в гонках была версия с индексом Z28. После нескольких лет перерыва в 2009 году Chevrolet начал выпуск нового поколения Camaro. А буквально недавно была презентована новая модель Camaro ZL1 с турбированным 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра, развивающий мощность аж 580 лошадиных сил. Предыдущие версии оснащались двигателями V6
V6 объемом 3,5 литра и V8 объемом 6,2. Безошибочно узнаваемый дизайн Камару буквально дышит мощью и скоростью, а его очертания придают ему агрессивный вид. У него потрясающая динамика и ходовые качества, имея облегченную конструкцию, огромную мощь при впечатляющей экономичности. У нашего образца Camaro SS Transformers 2010 года выпуска с двигателем V8 объемом 6,2 литра, мощностью 480 неистовых лошадей в смешанном цикле расходует 9,8 литров. До 100 км в час разгоняется за 4,5 секунды. Наша передача подошла к концу. Авторивьера желает всем счастливого пути.